Да, действительно, он похож на мозг человека. Поэтому, сколько я не смотрю в интернете, все рекомендуют есть его для улучшения работы головного мозга, для сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Ну, под ним есть основа. Еще в Древнем Вавилоне запрещали простолюдинам есть грецкий орех, потому что жрецы боялись, что люди поумнеют и восстанут против них. А почему начал называться грецкий орех? Потому что Россия, Русь, тогда Русь называлась, Киевская Русь, Новгород, Московская Русь, они поддерживали связь с Византией. И греки из Греции привозили такие орехи, и потому что греческие купцы привозили, назывались сперва греческими орехами, потом грецкий орех начал называться. А в тех странах, куда Англия завозила эти орехи, начали называть английские орехи. А в самой Греции называли персидские, потому что из Персии завозили эти орехи в Грецию. Поэтому название грецкий орех – это неправильно, оно не имеет отношения к Греции, никакого отношения не имеет. Напротив, все ученые признают родиной грецкого ореха – это некоторые районы Кавказа и Средняя Азия. Но Средняя Азия – это Кыргызстан, у нас дикие реликтовые леса есть. На Кавказе мало, но у нас больше. Я сам в пионерлагере любил гулять в ореховых лесах. И есть легенда, которая, наверное, действительно, если не иметь прямой основы, но подтверждает, что мировую популярность грецкому ореху принесли именно наши дикие леса. По поверью говорят, что Александр Македонский, когда проходил с походами через территорию Кыргызстана, он потерял часть войск, потом через 3 дня эти воины объявились живыми, здоровыми. И тогда Александр Македонский удивился, чем они питались. Они говорят, мы в лесу ели только вот эти орехи. И отсюда, говорят, начали вывозить греки, распространять по всему миру. Ну а так человек научился есть грецкие орехи 8 тысяч лет назад. 8 тысяч лет назад, представьте. Вот так я детям рассказал, ну и решил проверить. Загуглил, оказывается, российское телешоу обмануло и игроков, кто хочет стать миллионером, и телезрителей. Потому что ни один Папа Римский такой не говорил, оказывается. Но это не знаю, откуда это. Ну, это есть такая легенда, говорит, о запрете католической церкви греческих орехов. Но такого решения ни один Папа Римский не принимал. Вот иногда поэтому ложь выдают за истину в телевидении. Не доверяйтесь.